Является ли президент, уже обвиненный в убийстве, виновным также в воровстве грандиозных масштабов? У него 40 миллиардов долларов в активах. Не наличными, конечно. Я уверен, что он богатейший человек в Европе. Путина обвиняют в коррупции невиданного уровня. Современный царь, разграбивший собственную империю. Сюжет расследования программы «Панорама» на BBC вышел в эфир в понедельник вечером, и уже на следующее утро западная пресса гудела. Процитированное BBC заявление заместителя министра финансов США Адама Шубина в топе сообщений информагентств. Владимир Путин коррумпирован? По нашему мнению, да. Как давно Соединенные Штаты знают об этом? Думаю, много-много лет. Кроме Шубина, факт коррумпированности российского президента подтвердили корреспонденту BBC бывшие соратники Путина, проживающие ныне за пределами России. Западные медиа по всему миру отреагировали оперативно. Заголовки вроде «Путин. Иллюстрация коррупции» появились и в Штатах, и в Европе, и в Азии, и даже в Австралии и Новой Зеландии. Как же на такой ажиотаж отреагировали российские СМИ? Поначалу тихо, реакция была только на Russia Today. Заявление американского чиновника там назвали агрессивным. Мол, Америка утверждает, что знает о коррупции давно. Но в 2014 году Вашингтон уже ввел санкции против нескольких кремлевских чиновников и соратников Путина. Но тогда не было никаких утверждений о том, что Путин – коррумпированный президент. Другие российские медиа несколько часов хранили молчание. На сайтах федеральных каналов по запросу «Путин» появлялись только обширные отчеты о заседании Общероссийского народного фронта, на котором несколько дней назад первое лицо государства отвечало на вопросы. Массовая реакция информагентств, как по команде, последовала только после обеда. Чистый вымысел, цитирует СМИ пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Клевета, пускай сначала докажут, и яхты у Путина тоже нет. Примечательно, что, обвиняя Минфин США в отсутствии доказательств, требовать их от Вашингтона, со слов Пескова, Кремль при этом не намерен. Сам фигурант скандала ранее высказывался на тему, которую подняли британские журналисты. Этот фрагмент выступления Путина также цитируется в фильме BBC. Просто чушь. Все выговорили из носа. И размазывали по своим бумажкам. Отношения России и США все равно уже хуже некуда, так что никакой скандал им больше не помешает, пишут умеренно оппозиционные российские СМИ. Между тем, стоит вспомнить, обширное расследование на тему коррумпированности российского президента появляется в мировой прессе не впервые. Однако за последние 7 дней это уже второе серьезное обвинение, выдвинутое Западом российскому лидеру. Первое было связано с отравлением экс-агента ФСБ Александра Литвиненко.